вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Кимус, программа «Кефир». С вами я, ведущая программы Айжамал Осмонова. Напомню, что на этой неделе мы говорим на тему юмора, на тему смеха, на тему самых позитивных и положительных эмоций. И хочу уже сразу вам сказать, что тема сегодняшнего эфира, возможно, нова для кого-то из вас, это смехотерапия. Дорогие друзья, появилась такая относительно новая процедура именно в Кыргызстане, но она существует и практикуется по миру уже достаточное количество времени. Если у вас есть вопросы по этой теме, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. 97 50 05, номер прямого эфира и номер WhatsApp 0706 97 50 05. Напомню, что партнер нашей программы — компания «Шаро», родниковая вода легенда. Давайте сегодня поделимся радостными событиями. Может быть, у вас есть какие-то вопросы или пожелания нашим гостям. А кто, собственно, наши гости? Это Елена Конева, президент общественного благотворительного фонда Help the Children СКД. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Также с нами очаровательные, талантливые ребята. Это семья Бицаровых, Равиль и Леонора. Они работают больничными клоунами. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как ваше настроение? На позитиве, как всегда, классно. Ну, мы с вами уже виделись на съемках сюжета, который, кстати, мы чуть позже продемонстрируем. Дорогие друзья, если вы задались вопросом, что же такое смехотерапия, я хочу сказать, что мы не только поговорим, но и в ближайшее время покажем вам, как, собственно, эта процедура проходит в больницах. Ну что ж, я хотела бы первый вопрос задать Елене Коневой, чтобы вы более подробно рассказали о том, что такое смехотерапия и чем занимается ваш благотворительный фонд. Смехотерапия – это одно из направлений психологической помощи, больничная клоунада. Этот проект мы ведем уже достаточно долго, на протяжении 6 лет. Просто был момент, когда мы вынуждены были его прекратить по нескольким причинам. Одна из них, самая важная, это материальная база, конечно, поддержка. Вот сейчас я очень рада, что мы его возобновили, и мы очень многих искали, проводили собеседование, и вот эта наша пара сегодня действительно замечательная. Они сейчас являются руководителями этого проекта «Больничная клоунада». Они полностью ознакомились. Мне очень понравилось, что подошли внимательно, подошли с ответственностью, говорили, мы не можем вам сразу дать ответ, мы должны это посмотреть на деле, получится у нас, не получится. То есть вот эти нюансы, они уже дали нам какую-то, знаете, уверенность в том, что люди будут работать с отдачей. А когда мы увидели их в деле, то мы, конечно, приняли решение, подписали договор. И очень рады мы, что вот с нами остался Равиль и Леонора, потому что на самом деле это приносит очень большой позитив нашим детям. Ну, наверное, давайте мы сейчас, они расскажут о своей работе, а уже потом, как одно из направлений, я расскажу более подробно вообще, что это. Хорошо, такое. в обязательном порядке. Ну, ребят, действительно очень интересная вы пара, неординарная, которая, во-первых, объединяет общий интерес, это любовь к детям, это любовь вообще в целом, скажем, к миру во всем мире. Откуда у вас такое увлечение появилось? Это профессиональная деятельность, хобби, как это можно назвать? Да, можно сказать, это как часть профессиональной деятельности. Мы с Леонорой являемся организаторами детских праздников, аниматоры. И с помощью, Елены Георгиевны, исполнительного директора Help the Children, нашли нас, и, конечно, было сложно сначала. Но потихонечку влились, если честно, да. Давайте вспомним о том, как прошла первая смехотерапия. Было очень напряжно. Лично я думал, как это все будет происходить. Как дети будут реагировать на все это. А какова была реакция детей? Что вы должны были делать? Какова была ваша миссия? Вы сами придумывали игры или есть какая-то определенная схема? Схемы вообще не существует. Все происходит полная импровизация, да, получается. Самопроизвольная, в форме свободной, в общем. И дети хорошо реагировали.
Мгм. Ну, мы чуть позже также покажем сюжет и посмотрим на реакцию детей. А сейчас хочется, чтобы вы продемонстрировали нам те атрибуты, которые применяются для смехотерапии. Равиль, расскажите, пожалуйста, более подробно о том, что вы принесли с собой, что необходимо для смехотерапии, если, например, отец или мать хочет порадовать своего ребенка, повеселить, так сказать. Самый важный атрибут этого мастерства – это клоунский нос, без которого не обходится Ни один клоун. да, ни одна смехотерапия. Я даже могу продемонстрировать вам ее. Немножко грима. И сразу преобразился человек Да. в лице. И вот мы одеваем форму. медицинскую форму, яркую, такую красивую. Да, яркую, красивую. И вот такой там элементарно. Привет, детишки, как у вас дела? Я веселый доктор Кузя, и я сегодня пришел вам сделать веселую инъекцию. И у меня, конечно же, есть реквизит, шприц такой игрушечный. Шприц, да. И мы делаем инъекцию радости, как мы говорим. Если ребенок хорошо не покушал, мы говорим, ты покушал сегодня? Он говорит, нет, хорошо, чтобы ты хорошо покушал, мы тебе сделаем укольчик радости, а ну-ка улыбнись. И ребенок потом улыбается. Это основная задача доктора-клоуна. Эмоциональный подъем. Ребят, я знаю, что у вас и у самих есть 3 детей. Расскажите, пожалуйста, вот они знают о вашей работе, знают, насколько часто вы встречаетесь с другими детьми. Не относятся ли они ревностно к этому факту? Нет, вообще нет такого. Нет, однозначно. Они понимают, что надо делиться радостью, надо делиться любовью, надо Делиться мамой и папой. делиться мамой и папой, да. И да, конечно, они понимают, что есть дети, которым сложнее, чем им. Ну, да, они хорошо реагируют на такие вещи. Хорошо. И вот относительно также вашей деятельности, как вы сказали ранее, вы являетесь аниматорами. Да. Расскажите, пожалуйста, вот насколько сильно помогает вам ваш опыт именно в этой сфере, больничной клоунаде? Очень сильно. То есть есть уже багаж, опыт хороший, как психологически, зная, как Методику, психологию детей. да, возраст детей, к примеру, 2-летние или там 6, 7, 12-летние, они все по-разному реагируют на клоуна. Вот расскажите нам более подробно. Например, молодые родители, может быть, не знают, как нужно общаться с 2-летним, с 7-летним и, там, скажем, с 10-летним ребенком. Какие рекомендации, советы вы можете дать, чтобы вот просто элементарно дома сесть и развеселить, и найти общий язык со своим ребенком? Не знаю, мне кажется, это, наверное, индивидуальный подход каждого отца отца или матери к своему ребенку. Конкретно сказать, что именно так схемы нету. Каждый ребенок индивидуальный, не надо находить подход каждому. Ребенка отвлечь можно в первую очередь. Я всегда наблюдаю за родителями и думаю, когда вот на улицах они плачут, и вместо того, чтобы их отвлечь, развеселить, родители там еще и шлепнут их. Ребенок в итоге плачет еще больше, и проблема не решена. Ведь мы взрослые, мы мудрые, можно в любой момент куда-то показать, на какую-то птичку, там, на какой-то, я не знаю, собачка побежала, кто-то там еще. То есть вот эти моменты развеселить, отвлечь, дети очень быстро переключаются. И смех, он действительно, он и даже боль облегчает. Ну, а для своих детей вы прежде всего мама и папа? Или они все-таки относятся к вам как к Кузе и Кнопочке? Нет, однозначно, как Далеко мама и не папа. так, Да. Мы нас- тоже бываем строгими родителями. Да, это нужно тоже. У нас есть повседневные дела, домашние задания, уборка дома. Школа, уроки, задания. Как Хорошо, а когда вот вы приходите в больницу, я знаю, что это происходит регулярно, и вам приходится общаться, находить какие-то темы для разговоров с детьми, у которых физическое состояние в принципе не позволяет веселиться. Каким образом вы умудряетесь заставить их улыбаться? Как обычный клоун, просто дурачимся. Глаза косые, то есть я сейчас обратно одену вот эту веселую штучку. И вот, посмотрите на меня. Видите? Вам уже весело. Вот, вам уже весело. То есть дети также реагируют.
Взрослые это маленькие дети, и они рады. Ну, большинство детей, конечно, приезжие с разных регионов, они, как правило, не видели никогда клоунов. И первая эмоция, они сразу улыбаются. Есть такие дети, которые состояние не позволяет, ну и к ним тяжело как бы зайти. Не то, чтобы тяжело, а мы не заходим, если у них очень состояние тяжелое. А которые дети уже более-менее подвижные, нам не составляет труда развеселить. Помните, я говорил насчет укольчика радости. Помимо этого у нас еще есть всевозможные другие атрибутики, например, шарик, еще... Может быть, вы сразу в действии Ну, я думаю, покажете? можно будет это как раз Классно, сделать да. во время нашей Да, можно. паузы. Хорошо. Да, пока мы покажем сюжет о том, как же все-таки проходит смехотерапия, чтобы наши зрители сейчас, сидя перед телевизорами, смогли проникнуться той атмосферой, которую создают доктора-клоуны. Сегодня речь идет о смехотерапии. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Напомню, что общедоступные номера прямого эфира, а также номер нашего WhatsApp 97 55 с кодом 0312, а также WhatsApp с кодом 0706. Сейчас небольшой сюжет. Мы побывали в онкологической больнице, дорогие друзья, где систематически проходит курс по смехотерапии. О том, как отреагировали дети на приход докторов-клоунов, мы сейчас увидим в нашем сюжете. Оставайтесь с нами. Смехотерапия в Кыргызстане – понятие относительно новое. Данную процедуру можно с уверенностью назвать лечебной, так как с помощью нее можно приободриться и повеселеть даже в самых безвыходных жизненных ситуациях. Аниматоры Равиль и Леонора Бицарова уже как месяц посещают детское отделение Национального онкологического центра, но здесь их больше знают как Кузю и Кнопочку. Всем привет. Ты что, одна здесь? Ну, здравствуй. Саша, Александра, Григорьевна, Васильевна. Как дела? Юрьевна. Ну, как дела, Александра Юрьевна? А что ты лежишь, что ты с нами не идешь? Что за лентяйка тут лежит? Да. Ну вот, и как операция прошла, нормально? Ну, И как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Нормально? Укольчик не надо сделать? А смотри, мы тебе укольчик можем сделать. Укол счастья называется. Укол счастья. Хотим укол счастья сделать, Радости или радости? счастья? Давай 2 укола счастья, Счастья Ев. и В одну, радости. 2 руки, Давай. 2 руки давай. Давай. Раз, два, 3. три. Обход палат является своего рода доброй традицией. В своей очереди детки ждут с превеликим нетерпением. Заходя в каждую комнату, аниматоры веселят реабилитированных играми и заряжают их своей положительной энергетикой. После того, как завершается обход больных, Кузя и Кнопочка приглашают всех в большой игровой зал для веселого времяпровождения. Здесь собираются дети с разными степенями онкологического заболевания. Есть среди них и те, кто не может передвигаться самостоятельно, но это не повод пропускать сеанс по смехотерапии. На сей раз доктора-клоуны подготовили на изучение весьма символичную песню – песню о мамах, которые дают своим чадам надежду на жизнь. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Социальный педагог фонда Help the Children Зухра Мачанова, как никто другой, понимает родителей больных детей, ведь ее собственный ребенок страдает гематологическим заболеванием. В нашем отделении лежат постоянно около 40-46 детей с различными заболеваниями. Это как лейкоз, это различные опухоли. Я здесь работаю на должности социального педагога. Специально нахожусь для того, чтобы как-то помочь детям именно с моральной точки зрения. То есть мы делаем уроки, кто может заниматься и кто по состоянию здоровья, конечно, я смотрю. Мы собираем пазлы, рисуем, то есть
создаем такую обстановочку, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Некоторые малыши, находящиеся здесь, обречены на пожизненную борьбу с раком. Поэтому подобные развлечения необходимы для поддержания духа и силы воли. 8-летний Айман Мансуров находится в больнице 7-й месяц и уже идет на поправку. Еще 2 недели химиотерапии, и они с мамой отправятся домой. Каждую среду у нас обычно приходит клоун. Как зовут? И? Кнопка и Лили. Вот они ждут, подарочки им готовят, рисунки всякие, аппликации, чтобы их отблагодарить за то, что они приносят им смех. Это им, как говорится, помогает для лейкоцитов даже обычных. Физическое здоровье напрямую зависит от душевного состояния, поэтому столь важно уделять внимание настроению вашего ребенка. Детский рак, казалось бы, нет более абсурдного словосочетания, но пока близкий человек находится рядом, маленькое сердечко будет биться еще долго. Говорят, что смех продлевает жизнь, дорогие наши телезрители. И как мы увидели из нашего сюжета, это не пустые слова. Это действительность, которая обоснована действительно важными человеческими поступками. Сегодня мы говорим о смехотерапии, как о важном этапе излечения от недугов и болезней. Если вам интересно узнать более подробно о том, что же это такое, задать свои вопросы нашим гостям, то присоединяйтесь к нам. 97-50-05 номер прямого эфира и номер WhatsApp 0-706-97-50-05. Напомню, что с нами сегодня президент фонда, благотворительного фонда Help the Children СКД Елена Конева, которая и является инициатором проведения смехотерапии в Кыргызстане, а также Равиль и Леонора Бицаровы. Это чета, которая, как вы увидели уже по сюжету, развлекает детишек, приносит им массу хороших и добрых эмоций. Равиль, как мы видим, вы у нас человек уникальный, ну и не только Равиль, но и Леонора, уже шарики успели надуть. Это также одна из процедур или одна из игр. Как это можно назвать? Что вы делаете с этими шариками? Мы делаем обычные фигурки, которые приносят детям тоже море улыбок, радости. Я могу продемонстрировать? Конечно. Сейчас. Главное, чтобы не взорвали. Они взрываются, на самом деле, бывает так. То есть ребенок сидит в палате, грустненький такой, ему скоро предстоит капельница, и он не знает, и вдруг приходит доктор Кузя, как я себя называю, и делаю ему вот такую маленькую фигурку в виде собачки. Это у нас собачка. Это собачка, это вам подарок. Спасибо большое. Дети получают такие Сегодня я собачки. тоже участник смехотерапии. Да. И не только дети получают, но и родители, потому что родители с удовольствием просят тоже сделать им собачек, жирафов, цветочки. И мы им тоже дарим. Кстати, я заметила вот во время съемок сюжета, что не только дети, но и их родители активно пели, играли во всевозможные игры. И, ребят, к сожалению, я знаю, что время у вас ограничено, вас ждут уже другие дети, чтобы вы им провели очередные праздничные мероприятия. И поэтому хочется также поговорить немножко про вот вашу такую полезную деятельность, о том, насколько долго вы планируете быть докторами-клоунами. Ну, год это минимум. Год это минимум. Не отпустим, да? Конечно, договор мы подписали на год, и я думаю, что вот те эмоции, может быть, на самом деле нужно втянуться. Я, извините, я за вас, потому что вы чувствуете, какая сегодня обстановка здесь, несмотря на то, что тема очень тяжелая, как ее несет Равиль, да? Как он вот это вот обыгрывает. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы они остались с нами. Безусловно, мы будем искать средства для того, чтобы оплачивать больничную клоунаду. Нам очень нравится вот ваша семья, ваша пара, ваш подход, поэтому мы подписали на год договор. И почему я задаюсь этим вопросом? В первую очередь, потому что это весьма
тяжело на психологическом уровне. Я думаю, что не каждый человек сможет столько времени работать с тяжело больными детьми. При этом, имея своих детей, я понимаю, это вдвойне, наверное, сложно. Ребят, вот как вы умудряетесь не проронить слезинку? Я просто поражаюсь. Ну, лично мне сложно иногда бывает, но я понимаю, что я должна им нести радость, веселье и никакого уныния. Лично для меня, у меня получается две профессии, да? То есть я аниматором в детской организации «Звездочки» и здесь, да, в онкологии, в гематологии. И для меня вторая профессия – это любимая профессия. Я прихожу, и они меня ждут, рисуют рисунки, дарят какие-то подделки. Я всю неделю жду этот день, если честно. Для меня это радостная работа. А сколько времени вы уделяете каждому ребенку? Ведь дети, они такие, могут и обидеться, если кому-то подаришь один подарок, другому не подаришь. Улыбнешься, не улыбнешься, Равиль. Мы стараемся уделять каждому ребенку. То есть у нас Никого не есть отделять. игровая комната, где собираются дети, Которые могут. да, могут Прийти. И если этих детей нету, то есть мы уже идем палаточный обход. И стараемся уделить каждому максимальное время, чтобы узнать, как его самочувствие, что он кушал, что он не кушал, что он хочет, что он не хочет. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Дать какие-то рекомендации стараемся. Да. Побольше улыбайся, побольше кушай, слушайся маму. Ребята, вы пробовали проводить смехотерапию среди просто унылых, скажем, недовольных жизнью людей? Ведь так мало, действительно, если пройтись по улице, улыбающихся людей. Все напряженные, все злые, агрессивные. Если честно, нет, не практиковал еще такой. Однажды мне пришлось, я была в ростовой кукле, и я просто для себя хотела посмотреть, как реагируют прохожие. Проходя мимо, я просто всем кричала «Привет, привет!» И все люди по-разному реагировали. Кто-то хотел фотографироваться, улыбался, обнимался, а кто-то вообще так мимо проходил. Ну, По-разному. Положительных отзывов тоже было много. Да, больше положительных, конечно. Хорошо, я хочу зачитать сообщения, которые нам поступают посредством WhatsApp. Нам пишет наш телезритель, которого зовут Бакыт. Здравствуйте, уважаемые гости программы «Кефир». Спасибо вам большое, что вы создаете такую замечательную услугу. Мы вам бесконечно благодарны. Так написал наш телезритель. Спасибо, Спасибо вам большое. Ну что ж, еще одно сообщение. Мой братишка смотрит вас, Эрбол, Эмир. Передайте привет. Я не поняла, Эрболу или Эмиру передать привет, но, видимо, как раз такие детки, которые сегодня уселись у телевизоров и вдохновляются такими вот прекрасным выступлением наших ребят. Эрболу и Эмиру просят передать привет. Мы можем туда? Эрбол и Эмир. Привет! От докторов клоунов Кузя и... Кнопочка. Простите и не унывайте. Спасибо большое, ребят. Хорошо, я сейчас хочу каждому из вас дать слово, обращение нашим телезрителям, так как уже с вами мы прощаемся. Пару приятных слов, может быть, некоторыми планами поделитесь на будущее. Да, желаю, во-первых, здоровья всем зрителям, кто смотрит. И хотелось бы пожелать, чтобы многие люди, которые имеют какой-то дар или возможность помочь детям, используйте это во благо других людей. То есть живите для себя и для других. Это мое пожелание. Спасибо большое, Равиль. Я видела сама воочию, с какой отдушиной вы творите свою работу. Леонор, также вам слово. Я просто хочу сказать коротко, давайте порадуем деток. Ну что ж, ребят, я пожелаю вам удачи в вашем благом деле, а мы не прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Вскоре мы продолжим наш эфир с нашей гостьей. Это Елена Конева, президент благотворительного фонда Help the Children СКД. Если есть вопросы относительно смехотерапии, то дозванивайте до нас. Возможно, вы сами применяете различные способы, чтобы рассмешить своих близких. Расскажите, поделитесь с нами. 97 50 05, номер прямого эфира с кодом
0312, а также номер WhatsApp 0706 97 50 05. Мы провожаем наших гостей, но на этом наша программа не заканчивается. А сейчас вашему вниманию предстанет наша традиционная рубрика «Кей-фото», после которой мы вновь окажемся в студии. Будьте с нами. Мы продолжаем программу «Кефир», дорогие друзья, и напомню, что эта неделя дарит вам массу улыбок, дарит вам исключительно позитивные эмоции и, надеюсь, что вносит яркие краски в жизнь каждого из тех, кто сейчас сидит у телевизора. Это неделя смеха, неделя улыбок, дорогие друзья, и сегодня мы говорим про смехотерапию как о методе лечения от различных тяжелых заболеваний. Сегодня у нас в гостях, я хочу напомнить, это Елена Конева, президент общественного благотворительного фонда Help the Children СКД. И действительно очень значительная работа проделана. Здесь даже есть у нас на столе лежит такая брошюрка, называется «Компас добра». Лена, расскажите, пожалуйста, кто занимался содержанием данной книги и какая работа здесь описана в этой книжке? Расскажите, пожалуйста. Это мы издаем сами. Изначально мы это делали на компьютерном варианте, а потом у нас есть давние наши друзья, полиграфисты, которые нам предложили это оформить вот в такие журналы, яркие, красочные. И так как мы не всегда можем рассказать о тех людях, кто помогает в СМИ, это считается рекламой, мы вот это делаем здесь на страницах нашего журнала, и мы прям даем волю, рассказываем, какие компании, мы их называем, прям кричим о том, что есть такие люди. Относительно именно врачебной клоунады, можно ли здесь найти какую-то информацию? Да, можно найти здесь по информации, что это как проекты. Это у нас, мы работаем по 6 направлениям. Одно из этих направлений – улыбка. Открытый мир, значит, помощь родителям, улыбка, сейчас вам скажу, волонтерство, помощь больнице и луч надежды. Ну, и мы остановимся в рамках нашей программы на программе «Улыбка», которую мы идем. Это оказание психологической помощи в целом, в комплексе. Это идет помощь психолога на местах. Мы организовали в 2 отделениях Центра психологической реабилитации. Помощь социального педагога, который мы сегодня видели. Музыкальная терапия. Тоже как раз вот немножко был момент, где Равиль показал, это был пробный момент. Мы хотим прям конкретно сделать, чтобы еще отдельно они приходили. И смехотерапия. Смехотерапия – это придумано не нами, это уже давно практикуется во всем мире. Американские ученые исследования делали, вот Пэтч Адамс, он проводил исследования, что даже после выступления клоунов показатели крови у детей улучшаются. Когда ребенок смеется, радуется, позитивные эмоции, выделяются сейчас вам скажу правильно, эндорфины. И это вот гормон радости, гормон счастья, потому что когда он помогает облегчить боль, это на самом деле тоже исследования проводили, поднять настроение, облегчить боль, отвлечь от болезни, потому что дети, они очень легко переключаются.
Если нет боли, значит, они радуются подаркам, клоунам, они ждут вот этих клоунов. Расскажите, пожалуйста, в каких клиниках на данном этапе в Кыргызстане проводятся регулярно сеансы по смехотерапии? Это в Национальном центре охраны материнства и детства в отделении детской онкологии и в Ахмадете, в Джал, в больнице Джал. У нас есть отделение гематологии, которое мы тоже курируем на протяжении уже 7 лет. Скажите, почему именно эти два направления, гематология и онкология? Онкогематология – это направление помощи нашего фонда. То есть это одно из самых сложных и тяжелых направлений, самых дорогостоящих. Но мы вот выбрали для себя помощь именно этим детям. То, что я была, допустим, в той же Германии, в Европе, я видела клиники, которые у них оплачивают клиники работу клоунов, то есть при психологов, да, это идут штатные единицы, которые приходят и работают. Мы взяли на себя вот такое обязательство, мы оплачиваем, наш фонд собирает средства и оплачивает работу больничной клоунады. То у нас мы писали проекты, начинали как бы с проекта, когда годовой проект закончился, мы все равно находили средства, чтобы оплачивать больничную клоунаду, потому что мы видим результат. Мы тоже сотрудничаем с врачами, и когда врачи первое время не могли понять, они говорили, по субботам у нас тогда клоуны ходили, они выписывают, допустим, в четверг ребенка с гематологии, а ребенок просит остаться до субботы. То есть боль, больница, вдали от дома, от родных, от близких. А ребенок просит, и они были удивлены. Оказывается, спросили, почему? Они говорят, клоуны приходят в субботу. То есть вот такой момент. Обязательно позитив должен быть, радость. И родителям настроение поднимать. Даже вот мы сегодня с вами убедились, да? Вот они пришли, вот Равиль что-то там вот надул, все рассказал, показал. Да. У самих настроение поднимается. А дети это вообще очень благодарные зрители. А вспомните, вот мы, конечно, стали взрослее, вспомните, вот я не знаю, как вы, мне уже я постарше, хочу сказать, что вот раньше, если это поход в цирк, это же ты за неделю готовишься, это же там какой-то такой вот позитив, потом ты неделю еще рассказываешь об этом. Так и здесь у нас дети ждут, а тем более дети, как вот правильно Равиль сказал, кто с Аша, с Джалалабада, с Нарына, здесь же получается одно отделение, это вот сейчас недавно ваши открыли еще дополнительное отделение. И поэтому дети этого не видели. Они порой первый раз у нас в отделении видят клоуна. На данном этапе сколько есть клоунов, докторов-клоунов у нас в Кыргызстане? Их всего лишь 2, либо вы каким-то образом распределяете? У нас были программы, которые мы потом прикрыли. Изначально мы начинали вот просто то, что я видела, мне казалось это правильно. А когда мы усугубились, ну как бы вот уже вот углубились вот в эту проблему, клоунада, как она влияет, что... Мы поняли, что мы неправильно делаем. У нас каждый клоун еще ребенку всякий раз какой-то подарок давал. Это когда мы поехали в Москву на обучение больничной клоунады и повезли людей, нам сказали, что это неправильно. Сам клоун, он уже несет позитив, он не должен давать подарки, он уже должен восприниматься как подарком. То есть это идет не просто клоунада, это идет реабилитация, это больничная клоунада. Вот поэтому мы немножко изменили подход, и мы планируем еще написать проект о том, чтобы уже научить здесь больше людей, чтобы потом расширить вот эти вот, больше было бы, допустим, клоунов, которые бы ходили в другие больницы или ходили в детские дома. Здесь, видите, немножко идет направление такое, что здесь больные дети. Хотя радуются-то они все одинаково. Кого-то нужно просто зажечь. Вот, когда ребенок, действительно говорю, он не болеет, когда у него нет боли, он радуется. Вот музыкальная терапия, то, что я видела, там тоже ходил мужчина в Германии в клинике. И вот как вот наши детки здесь сегодня, вот они с мамами, с папами подпевали. Прыгали, да, они прямо вот с капельницами, вот с этими вот они передвижными. И они приходили, они подпевали. Я поэтому говорю, не надо там каких-то там детскую тематику. Я говорю, вы вот там где-то голос вы изменили, где-то вы вот придуриваетесь, где-то вы там мордашку там такую сделали. И обязательно детские песни. Опять же, вот как мы с вами говорили, бывает же даже и во взрослом состоянии какое-то вот, ну, настроение не то, еще что-то. Ты включаешь музыку, если веселая музыка, значит, у тебя вот подъем пошел, да? Если как-то тебе грустно, тебе хочется какую-то лирическую музыку. Здесь мы стараемся вот именно детской тематикой. Изначально мы делали диски, эти диски ставили, делали праздники на Новый год.
на 8 марта. Вот такой вот клоунов. Тех же клоунов у нас переодевались в Дедов Морозов, подарки делали. Вот такое направление. Скажите, пожалуйста, вот есть, наверное, в мире множество уже смехотерапий, которые проведено, которые, может быть, обладают какими-то своими изюминками, фишками. Старались ли вы ориентироваться именно вот на стандартные процедуры по смехотерапии, или вы вносите что-то свое, какую-то свою особенность? Ну, смехотерапия, я так думаю, что она как бы стандартная идет. Но нужно учитывать прямо здесь и сейчас, на месте, как себя ребенок чувствует. Потому что вот если он немножко, допустим, не готов идти на контакт, то лучше просто пройти, сказать «привет», там что-то, я к тебе там приду, там, или еще что-то. Да. Можно маме там подойти, настроение поднять. Даже не можно, а нужно иной раз. Но у нас эту работу ведут психологи, наши психологи в 2 отделениях. Поэтому они уже должны смотреть, и мы объяснили, они должны ориентироваться на месте, как ребенок себя чувствует. Обязательно это должно быть, если ребенок лежачий, значит, не надо. Некоторые вот приходят изначально, когда приходили, мы разговаривали, там, давайте попрыгаем. Это все здорово, но, допустим, для детских садов, еще где-то. У нас не тот момент. Иной раз даже мы выносим в гематологии, мы выносим просто с палаты, и перекладываем их на диваны, потому что у них лежачие должны они. Но они хотят вот именно в коллективе, поэтому мы их выносим в игровую комнату, и родители сидят рядом. Ну, как я поняла, среди особо тяжело больных детей подобные игры не проводятся. Мы видели в нашем сюжете, что были дети, которые могли бегать, прыгать. То есть на вот детей с более легкой формой заболевания. Да, ну вот кто-то, когда по палатам идут, тогда просто они подходят, там могут руку подать, могут там погладить, могут что-то там вот возле этих детей. Потом у нас вот в летний период практикуется канистерапия, одно из направлений психологической помощи. Канистерапия – это общение с животными. То есть мы уже не первый год это проводим. В парк вот здесь вот за Минздравом, где у нас гематология, мы выносим пледы, родители все, детки, мы все. И значит у нас есть тоже девочки, которые, имея своих собак, очень их любят, они их дрессируют, и они сами ездят по детским домам. И мы когда с ними переговорили, вот они вот тоже ведут такую работу. Как мы видим, действительно, деятельность у вас обширная. Мы думали, что на смехотерапии все и заканчивается. Оказывается, нет. Прям несколько ступеней есть. Я напомню, что с нами сегодня Елена Конева, это президент общественного благотворительного фонда Help the Children СКД. Дорогие друзья, данная организация занимает достаточно прочную нишу в помощи, поддержке тяжело больных детей. Множество прекрасных, светлых процедур проводится ими, в том числе и смехотерапия, на которой мы сегодня решили акцентировать наше внимание, так как на телеканале Кимус неделя юмора, неделя смеха и неделя положительных эмоций. Если хотите присоединиться к нам, возможно, узнать нечто полезное именно для вас, для вашей семьи, для хорошего настроения вашего ребенка, то можете нам позвонить 0312 97 50 05 и номер WhatsApp 0706 97 50 05. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим нашу программу. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что вечер у всех у вас проходит в веселом расположении духа. Напомню, что у нас неделя смеха, неделя самых ярких и светлых эмоций. Мы сегодня говорим про смехотерапию как о методе лечения различных тяжелых заболеваний. Как бы прискорбно это не звучало, есть люди, у которых ситуации безвыходные, но, казалось бы, так, есть те люди, которые благодаря своему оптимизму помогают, заряжают и, соответственно, даже продлевают жизнь беспомощным. Дорогие друзья, мы сегодня говорим про смехотерапию. Это очень важная, нужная процедура. И у нас сегодня в гостях Елена Конева, президент общественного благотворительного фонда Help the Children СКД. И я хочу сейчас зачитать то сообщение, которое нам пришло посредством WhatsApp, а перед этим напомню 0706 97 50 05, если хотите задать свой вопрос. Пришло нам сообщение, Елен, здравствуйте, смехотерапия, может ли она быть в дальнейшем практиковаться во всех больницах Кыргызстана, и в каких болезнях терапия может помочь? Телезрительница задала нам вопрос, имя не написала, к сожалению. Ответьте, пожалуйста. Так она не может, это по идее нужно.
По идее, это должно быть штатная единица, если это детские отделения. Вот мы практиковали в нескольких отделениях, куда попадают наши дети. И в нефрологии мы проводили такие праздники, и в пульмонологии, и в кардиологии мы проводили, когда у нас была возможность. Но для того, чтобы это были штатные единицы, это нужно оплачивать. Любая работа должна оплачиваться. Поэтому мы, как фонд, мы поддерживаем направление онкогематологию, мы оплачиваем вот 2 отделения. Пожалуйста, если у нас есть какие-то другие фонды, которые помогают той же кардиологии или помогают, допустим, я думаю, что привлекают, наверное, и клоунов. Просто здесь у нас немножко оно как бы специфично идет. Для нас нужно учитывать многие нюансы. Это не просто, что ты привел. Можно вообще взять детей и сводить в цирк. Если что. По-хорошему. Да, да, это тоже моменты такие. Но не все дети могут поехать, не все детей можно отключить от химии, от капельниц. Поэтому мы приходим, клоуны приходят сюда. А вообще это можно и нужно, это бы было прям здорово. Ну, я надеюсь, очень надеюсь, что в ближайшем времени, возможно, даже после нашего эфира, кто-то все-таки прислушается и задумается об этом, тот, кто в силах исправить, скажем так, ситуацию. Мы с вами говорили за кадром о таком течении, о таком процессе, процедуре, как правильно называть, шкатулка храбрости называется. Или это вот простая, самая обычная шкатулка? Вот объясните, пока что не имею представления, что это такое. Эту шкатулку храбрости тоже мы инициировали, потому что мы видим ситуацию, когда ребенок перед процедурой, это на самом деле вот болевые очень ощущения. И если это каждый день, то устают дети. Это и больно, и устают. Вот посмотрите, когда ты приходишь в больницу, просто вот на проверку сдать кровь. Вот иной раз в очереди смотришь на этого ребенка и думаешь, вот он так плачет, его там родители успокаивают, а я иной раз думаю, господи, а наши дети вот эту процедуру делают каждый день. И поэтому, чтобы облегчить боль, чтобы придать силы, чтобы вот возможность была справиться, вот такую шкатулку храбрости, она яркая, большая коробка, мы ее обклеили всевозможными рисунками. Вот. И, кстати, вот пользуясь случаем, я хотела бы попросить у наших зрителей, кто нас слышит сейчас, нам, чтобы не тратить деньги на мелкие игрушки, которые моются, нам нужны вот такие игрушки. Пожалуйста, если у кого-то есть дома, у нас мы уже просили, мы по школам ходили, нам собирали. Шкатулка храбрости, в нее вкладываются много-много-много разных игрушек. Вот. И когда ребенок перед процедурой, ты говоришь, ты вот сейчас сделаешь укол, и ты выберешь любую игрушку, какая на тебя смотрит. И вот уже этот укол, он уже не такой больной. И вот он ему тут вот в вену там ему ставят что-то там. А он отвлечен. А он вот в это, чтобы ему выбрать. И он эту игрушку берет себе. Поэтому эти игрушки у нас, они уходят. Ну, в смысле, остаются у детей, мы их уже не забираем. У нас есть игрушки, те, которые в рамках отделения. Мы родителям говорим, что вот это вот книги. Вы уйдете, придут другие. Это все должно здесь быть. Там игрушки, я не знаю, велосипедики какие-то маленькие, еще что-то, еще что-то. А вот эти вещи, это на день рождения, какие-то маленькие сувенирчики. Кстати, день рождения, это тоже элемент вот поднятия настроения. И вот такая шкатулка храбрости, любой ребенок может выбрать все, что он хочет. Безусловно, встреча с больничным клоуном – это самое разное, такое радостное событие. Самое яркое, скажем Самое так. яркое, да. Вот, скажем, за неделю, я знаю, что один раз, если не ошибаюсь, приходят они в больницу. Они приходят 2 раза в неделю, только один раз они приходят в онкологию, а один раз они приходят в гематологию. Ну, все-таки дети, они у нас очень чувствительные, Благодарные, очень ранимые, благодарные они зрители. быстро привыкают, я бы сказала так, ко всем тем людям, которые приносят им добро, и в остальные, получается, 5-6 дней им приходится скучать. Возможно, есть среди наших зрителей даже те люди, которые хотели бы на абсолютно бесплатной основе приходить, помогать, подрабатывать, скажем так, быть стажерами именно в больничной клоунаде. Возможно ли это? Ну, просто это нужно обговаривать и смотреть. Даже у нас там просились на практику. Просто когда дети больные, нужно, чтобы те люди, которые приходят, они были здоровые. Чтобы, не дай бог, где-то кто-то засопатил, потому что у наших детей очень слабый иммунитет.
Если даже ты в детский садик придешь, это может быть где-то и пройдет, а наши дети, у них слабый иммунитет, нельзя. Обязательно, даже мы говорим, если вы себя где-то не очень хорошо чувствуете, сразу маску одевайте. Все прошли медосмотр, наши психологи, наши педагоги социальные, то есть все работники, кто там находится, они сразу одевают маску. Но те люди, которые хотели бы внести свою лепту в оказание помощи онкобольным детям, они могут связаться с нами по телефону 90 51 78. Это наш рабочий телефон с понедельника по пятницу, 5 дней в неделю, с 9 до 6 вы можете звонить. И мы обязательно можем как-то вместе посотрудничать, потому что мы проводим разные мероприятия, и нам нужна помощь, может быть, где-то кто-то что-то бы нам напечатал. Где-то там мы урны разбираем благотворительные по городу, которые есть вот с таким логотипом Help the Children. Время уходит, помощь детям нужна сейчас. Это наши урны благотворительные. Мы эти деньги собираем, привозим в офис. И это титанический труд, когда это нужно все по номиналам разобрать, все копеечки посчитать. Это тоже помощь. Возможно, большая. Елена, и среди тех зрителей, которые сейчас смотрят нас, есть те люди, которые хотят помочь и, возможно, прямо сейчас в эфире или задать свой вопрос. У нас на связи есть телезритель. Добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи, мы вас слушаем. Как вас зовут? Я извиняюсь, у меня вопрос к Елене. Это, конечно, очень хорошо, что человек заболевание, это, открыто прямым текстом говоря, это раковое заболевание или опухоль и так далее. Но я не медик. Единственное, меня чуть-чуть смущает, и мой вопрос заключается в том, что клоунада происходит в этом смысле. Просто родители у человека, когда у детей, допустим, онкологические заболевания, как можно клоунов приводить и как к этому родители относятся? Я единственное, это хорошо, то, что вот Елена, отчество, я извиняюсь, чуть-чуть, я вот сейчас телевизор только включил, и это, конечно, просто я сталкивался с этим, и у меня просто 2 друга после этого, но я не хочу вспоминать, но у меня вопрос, вот насчет клоунады вы сказали, как родители к этому относятся? Хорошо, можно еще раз ваше имя узнать? Да, я извиняюсь, если помочь, вы ИНН или лицевой счет, куда там этим детям помочь, куда там лицевой счет, я не знаю. Можно ваше имя еще раз, пожалуйста? Нургазы меня зовут. Нургазы, спасибо вам большое за столь важный, трепетный вопрос, я могу так с уверенностью сказать. Ну что ж, Елена, действительно, ведь такие вопросы, такие нюансы возникают. Это на самом деле. Нургазы, я хочу сказать, что я сама мама, которая прошла все круги ада. Я сейчас это так называю, я могу об этом говорить. И почему я именно направление взяла психологической помощи как доминирующее, помимо того, что мы помогаем и лекарственными препаратами, и медицинским оборудованием, и постоянно закупаем кровь. Я хочу сказать, что первый шок, когда ты узнаешь диагноз, конечно, хочется выть, и ты воешь. И хочется и плакать, и ты не знаешь, почему это, и ты задаешь вопрос, почему это для меня, что я такого в жизни сделала, и так далее, и тому подобное. Но после этого приходит вторая фаза. Вторая фаза, когда ты начинаешь осознавать, и потом ты учишься с этим жить. И когда это длится долго, ты живешь с этим и начинаешь радоваться мелочам. И когда приходят вот эти клоуны, и они несут радость, и когда те же родители видят, как эти клоуны поднимают настроение ребенку, они рады в тот момент. И здесь нет никакого кощунства, знаете, потому что, может быть, диагноз звучит тяжело. Но я всегда стараюсь, я сама прошла это все, я год находилась в больнице в Германии со своим сыном, я видела, как это помогает, я видела, как это работает, я сама искала вот те моменты позитивные, за которых хотелось бы зацепиться и увидеть, и почувствовать вот какое-то расслабление на какой-то момент, потому что это очень тяжелый груз, который висит у тебя. Взрослые как? Они всегда об этом думают. Дети
отступает боль, они не знают, маленькие дети, допустим, они не знают своего диагноза, может быть, серьезности этого диагноза. Поэтому они, как все нормальные дети, которые не болеют, они вот так вот радуются. Сложнее со взрослыми. Со взрослыми поэтому работает наш психолог, которая проводит консультации с родителями, объясняет, как себя вести, объясняет о том, что связь матери с ребенком очень сильная, что я сама, вот был момент, что я ругалась с матерью, потому что она садилась в ногах у ребенка и просто рыдала. Мы проводим с ним работу, мы его поддерживаем, мы его вот какой-то ему вот такой позитив, подъем такой. Он вроде бы уходит нормально, но там мальчику было 17 лет. Мама приходит и плачет. То есть вот эти моменты, все эти учитываются. То, что мы сейчас эту тему подняли, хотелось бы это нести в позитиве. Я говорю, что радость в том, я не хочу цеплять людей. Тема тяжелая, и как бы проблем у нас в жизни хватает у всех. Но я хочу сказать, что то, что эту проблему подняли, то, что вот вы сегодня нас пригласили и рассказали, это уже позитив. И то, что сейчас, допустим, откликнутся люди и внесут какую-то лепту, любая помощь, или это будет денежная помощь, или, может быть, кто-то кому-то где-то расскажет, какая-то консультация, просто придут, нам помогут. Это уже будет давать результат. Это как работа. бы то ни было, лучше все-таки действовать, чем бездействовать. Да, это хорошо, практика. это, вы знаете, это воспринимается положительно, потому что родители в этом живут. И когда они живут долго в этом, они, как сказал мой сын, говорит, мы здесь были 12 дней в онкологии, он говорит, кроме боли ничего нет. Вот, ну, никаких там вот таких радостных моментов. Поэтому мы сейчас, во-первых, когда мы делали ремонты, ту же самую игровую, мы старались яркие краски. Если мы делали пищевой блок, ту же мебель мы старались цветовую гамму подбирать светлую. Даже те же кушетки, когда мы оббивали их, мы просили, чтобы оббили вот таким вот ярким желтым цветом. То есть учитывается все. Елена, я хочу сейчас уже, так как наша программа, к великому сожалению, подходит к логическому завершению, и затронули мы весьма грустную, трогательную ноту, но мы остаемся в прекрасном расположении духа. Ведь есть такая услуга, как смехотерапия, и радостнее всего, что она практикуется в больницах нашего города. И самое замечательное, что детям это безумно нравится. Вот я сама лично была свидетелем. И сейчас для того, чтобы поднять всем вам настроение, дорогие друзья, я предлагаю уже к окончанию нашей программы ваше внимание обратить на нашу рубрику «Опрос» с вопросом о том, как же можно рассмешить человека. Рассмешить? Ну, достаточно рассказать шутку интересную, хорошую. Ну, не знаю, падение, не падение тоже смешит. Вообще нужно просто на позитиве быть, хорошим настроением, по-любому рассмешишь. Заставить его улыбаться. Улыбнуться ему в ответ. Ну, сказать приятное, хорошее, удивительное. Как рассмешить человека? Ну, если у человека есть чувство юмора, наверное, словами можно, действием каким-то. Ну, сперва нужно над собой посмеяться, потом и другое посмеются. Сказать шутку. Ну, любое смешное, главное. Как рассмешить человека? Не знаю, может, анекдотом. Скажите анекдот какой-нибудь? Ну, анекдот я точно не знаю, девушка. Наверное, рассказать интересную историю. Что это такое? Рассмешите. Ну, наверное, не знаю даже. Рассмешить, рассказать веселую шутку. Рассказать анекдот, конечно. Знаете какой-нибудь анекдот? Может, рассказать? Какой вам рассказать? Сейчас вспомню какой-нибудь. Бежит заяц по лесу и говорит, ой, говорит, скоро в армию берут. А Мишка говорит, а вот меня не взяли, говорит, я же, говорит, плоскостопие у меня. А заяц говорит, ну а у меня, говорит, я даже не знаю, что. А медведь говорит, ну давай, говорит, мы сделаем так. Ты мне еще раз на комиссию идти, ты мне выбьешь зубы, разбежишься. Ударишь, говорит, меня. У меня, говорит, зубы вылетят, и без зубов меня тоже не возьмут. Заяц говорит, а ты мне на лапу наступишь. Ну, хорошо.
сделали. На следующий день идет заяц и говорит: плоскостопие признали. Ну что ж, я думаю, что наша рубрика «Опрос» повеселила всех вас. Дорогие друзья, мы затронули весьма щепетильную тему. Это тяжело больные дети и, дорогие друзья, методы излечения от болезней. Чаще всего эти болезни бывают неизлечимыми, но, как показывает практика, именно на духовном и моральном уровне различные процедуры увеселительные помогают все-таки настроить на позитивный лад тяжело больных людей. Мы сегодня говорим про смехотерапию. К сожалению, уже наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня с нами в эфире была Елена Конева, это президент общественного благотворительного фонда Help the Children СКД. Я думаю, что бесконечно можно говорить на тему детей, на тему здоровья, на тему смехотерапии и множество других процедур, которые проводите вы. Сейчас рубрика «Свободный микрофон» и пару слов от вас. Ну, я хотела бы в первую очередь поблагодарить вас, что вы эту тему подняли, потому что это очень важно. И что больше людей узнало. И если у кого-то есть желание помочь, пожалуйста, заходите на сайт дети.kg, там наши данные, наши телефоны, и звоните со своими предложениями. Мы рады любой помощи, поэтому ждем вас на праздники, на какие-то мероприятия. Даже если кто-то бы хотел при организации какого-то мероприятия, того же новогоднего, мы можем взять с нами, и чтобы вместе прошли и сделать какой-то проект вместе. Я думаю, что тех людей, которые отзовутся, будет несметное количество. Дай Бог. Елена, спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе. Спасибо за те добрые дела, которые совершаете вы. Пожелаем вам бесконечных удач на пути. Ну что ж, мы, к сожалению, дорогие друзья, прощаемся с вами, но хочется упомянуть, что неделя смеха продолжается. В пятницу на канале Киевмуз мы ожидаем резидентов проекта «Стендап Камеди Бишкек». Поэтому эфир будет забавным, мы обязательно поднимем вам настроение и проведем этот вечер вместе с вами в прекрасном расположении духа. С вами сегодня в течение часа была я, ведущая данной программы Аджамал Осмонова. Мы прощаемся с вами ненадолго. Пусть ваша жизнь будет наполнена праздником, наполнена счастьем и улыбками радости. И самое главное, чтобы здоровы были ваши дети. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Будьте здоровы, до скорых встреч.